Украина готова к наступлению армии Лукашенко на севере страны. Россию не устраивают предложения Трампа по завершению войны, а в Казахстане раскрыли детали тайной встречи Путина с первым президентом республики. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Лукашенко хочет выставить против белорусов военных, а в Киеве назвали условия, при котором эти военные вступят еще и в войну против Украины. О чем речь? Кремль недоволен Трампом. Публичные обвинения в адрес избранного президента США. Чего захотела Москва? Орбан за бортом. Как венгерский политик стал изгоем и что означают новые контакты ЕС с Сирией? Куда движется мир? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украина готова к наступлению войск Лукашенко из Беларуси. На северном направлении ВСУ подготовили позиции и провели минирование территории. Но для того, чтобы создать проблему для Украины на локальном участке, необходима большая группировка войск. Об этом заявил ветеран российско-украинской войны, украинский разведчик с позывным «Пилигрим». Он также считает, что РФ для создания напряжения продолжает запускать шахеды не только по Украине, но и по Беларуси. Удар таким дроном по Мозырскому НПЗ в Гомельской области, который находится недалеко от границы с Украиной, Москва может использовать в качестве формального повода для того, чтобы Лукашенко по приказу Путина задействовал в войне еще и свою армию. В то же время украинский разведчик считает, что Лукашенко боится открыто воевать против Украины, ведь может потерять все, что наворовал за 30 лет у власти. По словам Пилигрима, Европа, вероятно, проводит непубличную дипломатическую работу с представителями Лукашенко по недопущению войны еще в этой части Украины. Он хочет сохранить свои, скажем так, деньги, которые он заработал, свои капиталы. Он хочет, чтобы его сын, там, да, как бы любимый, был жив-здоров и мог пользоваться там, да, как бы этим капиталом. Естественно, ему нужны гарантии. Кремль ему вряд ли может дать такие гарантии, он может все что угодно дать, да, как бы, но Лукашенко хитрый лис, опять же повторюсь, он прекрасно понимает, что слова там, Кремля там, знаете, не стоят и выеденного яйца. Согласны ли вы с такой точкой зрения? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Отворот-поворот. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попал в черный список Польши. Его решили не приглашать на масштабное дипломатическое мероприятие – церемонию начала председательства Польши в Европейском Союзе. Нежелательным гостем стал и посол Венгрии. Когда мы приглашали гостей на наш торжественный вечер почти месяц назад, мы фактически пригласили весь дипломатический корпус. Но после ситуации с министром Романовским, министр Сикорский решил, что венгерский посол сегодня не является желанным гостем в театре. Напомню, что такое напряжение в отношениях Польши и Венгрии появилось в конце 2024 года. Венгрия предоставила убежище экс-заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, против которого заведено уголовное дело по обвинению в коррупции. Кстати, в Польшу не смогла приехать и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Брюсселе заявили, что причина в тяжелой пневмонии, которую диагностировали у фон дер Ляйен. Дипломатический мост в Сирию – событие последних десятилетий. В Дамаск, где в начале декабря пал режим Башара Асада, накануне прибыли представители Франции и Германии. Министр иностранных дел Анна-Лена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро стали первыми представителями государства ЕС, которые также посетили самую страшную тюрьму пыток – Сидная режима Асада. Западная пресса пишет, что этот визит может означать, возможно, новое политическое начало между Европой и Сирией. Слишком долго сирийцы были лишены своей страны режимом Башара Асада, страны, которая была разграблена этим режимом и взята в заложники. Настало время сирийцам вернуть эту страну себе. И это произойдет через политический переход, который позволит представить все сообщество во всем их многообразии, позволит всем сирийцам получить гражданство без какой-либо дискриминации по признаку религии или пола.
Напомню, буквально на прошлой неделе в Сирии побывала и украинская делегация, которая также надеется на возобновление дипломатических отношений с Дамаском. А вот РФ тем временем прячет Асада у себя. И с новой администрацией Сирии представители России пока официально не встречались. Почему и что означают визиты европейских дипломатов в эту страну? Эту тему мы обсудили с политологом Игорем Рейтеровичем. Представители России туда не ездили, потому что Асад находится в России. И, соответственно, этим представителям могут задать очень простой вопрос. А что вы будете делать с этим военным преступником? Будете ли вы его выдавать новой власти, которая установилась в Сирии? И будете ли вы возвращать те деньги, которые Асад, по сути, украл у Сирии, вывез, собственно говоря, в Российскую Федерацию? Режим поменялся, по крайней мере, на словах и на деле, в эти первые недели пребывания при власти, новый режим, он демонстрирует определенную способность говорить со всеми, налаживать нормальные какие-то дипломатические отношения. И плюс стратегическое значение Сирии, конечно, достаточно большое, и никто не хочет пока, как говорится, пасти задних в том плане, чтобы не иметь этих контактов, тем более, что те люди, которые сейчас к власти пришли, они готовы, в принципе, как минимум говорить, готовы открывать посольства и готовы демонстрировать определенный уровень публичности. Посмотрим, как оно будет дальше, но пока это все выглядит весьма, скажем так, перспективно и оптимистично. Любитель биолабораторий и легенд о боевых комарах, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя недоволен предложениями команды Трампа по завершению войны. Представитель Москвы обвинил республиканцев в неясных и неоформленных сигналах, которые не интересны России. Президент Путин последний раз 19 декабря сказал ясно и четко, на каких условиях мы готовы разговаривать о том, чтобы не заморозить, а завершить этот конфликт, при условии соблюдения наших законных интересов безопасности. Но пока ничего, что идет в сигналах новой американской администрации, не свидетельствует о том, что это что-то, что будет нам интересно. В то же время в Киеве возлагают большие надежды на избранного президента-республиканца. Зеленский ожидает, что сразу после інаугурації Трампа он встретиться з ним. Трамп може бути вирішальним. І я думаю, для нас це найголовніше, що він, його якості, вони такі є. Він спроможний бути вирішальним в цій війні. Він може дійсно зупинити Путіна або справедливіше сказати не в трендах, а справедливіше сказати допомогти нам зупинити Путіна. Він це може. Остановка горячей фазы войны возможна к середине 2025 года, но достижение абсолютного мира между РФ и Украиной пока не предвидится. Кроме того, эту войну завершить за 24 часа, как хотел Трамп, тоже невозможно, считает руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития политолог Игорь Рейтерович. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью «Нехта». Но ключевой момент, конечно, так или иначе сводится именно к завершению российско-украинской войны, и вообще пониманию, как весь мир на это будет реагировать. Потому что для многих стран это абсолютно беспрецедентная история. И от того, как это закончится или будет там приостановлено, зависит развитие событий во многих других частях мира. Начиная от Тайваня и заканчивая какими-то проблемами и претензиями, которые там время от времени возникают, например, между Индией и тем же Китаем, и заканчивая другими частями планеты. Да? Поэтому в этом контексте 2025 год, он, конечно, должен быть показателен с точки зрения создания вот этого прецедента, выхода с большой войны, и возможности как-то урегулировать эту ситуацию уже без применения оружия. В Астане впервые ответили на вопрос, зачем Путин встречался с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этой встрече буквально вскользь сообщил Кремль 12 декабря. На сайте Путина говорилось лишь, что разговор состоялся в Новоогареве, без каких-либо подробностей. Тайные переговоры стали причиной появления слухов о том, что в Казахстане в ближайшее время могут состояться президентские выборы. Что же хотел Путин от Назарбаева или наоборот? Отвечать на эти вопросы пришлось нынешнему президенту Токаеву. Оказалось, встреча была не одна. О первой, состоявшейся в начале осени в СМИ, не сообщалось. Вероятно, они встречаются как старые друзья и коллеги, у которых есть общие темы для разговора.
Такие встречи, как правило, проходят по инициативе Нурсултана Абишевича. Для него это имеет большое значение. Не стоит забывать, что у Нурсултана Абишевича, как у бывшего председателя Совета министров Казахской ССР, партийного руководителя и президента суверенного Казахстана, существует тесная моральная и политическая связь с Кремлем. Одна из самых масштабных аварий в истории страны. В Казахстане накануне столкнулись десятки машин. Местные издания пишут о 95 авто, которые попали в аварию на трассе Астана-Щучинск. Известно о как минимум 11 пострадавших. Причиной стала метель, гололед и нарушение правил дорожного движения. Масштабное ДТП парализовало также движение на других дорогах. В пробках остановилось еще 800 автомобилей. Лукашенко боится протестов в преддверии и после так называемых выборов в Беларуси, которые пройдут уже через 3 недели. Силовики режима сейчас как никогда активны и делают все, чтобы запугать и подавить любое протестное настроение. По данным правозащитного центра «Весна», лукашисты проводят обыски и профилактические беседы, запугивают население даже через школьные и дворовые чаты, в которых часто появляются призывы не собираться ни на каких мирных собраниях. Deutsche Welle Беларусь сообщает, что перед МВД и КГБ Лукашенко поставил задачу обеспечить отсутствие в стране даже минимальных протестов. Самопровозглашенный же накануне заявил о готовности выставить против граждан республики военных. Там, где надо милицию, где надо военных, смело подключайте так, чтобы был порядок. Ну и не забывайте о главном. Выборы мы проведем. Мы проведем выборы. Но до выборов и особенно после выборов начнутся будни. Грандиозный проект в Китае борется с пустыней смерти, одной из самых крупнейших пустынь мира и КНР – Такламакан. Чтобы изменить ситуацию в этом регионе, ученые создали специальный зеленый пояс вокруг этой пустыни, потратив на это более 40 лет. Пески засаживают ветвями красной ивы, тем самым создавая новую жизнь на этой территории. Рейтер пишет, что помимо борьбы с опустыниванием происходит экономическое развитие региона благодаря солнечным станциям, которые устанавливают в Такламакане. Уже весной вокруг них также будут высажены растения. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.